Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Правительство России в условиях санкций получит дополнительные полномочия. Объявлено и о новых мерах поддержки экономики. Программа модернизации, реконструкцию 7 взлетно-посадочных полос завершат в Якутии к 2024 году. Художник, страстно влюбленный в свое дело. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Петра Романова. Открылась выставка работ художника. Правительство России в условиях санкций получит дополнительные полномочия, включая возможность в течение года перераспределять бюджетное ассигнование на самые актуальные и неотложные расходы. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он объявил и о новом этапе амнистии капиталов, масштаб которого должен превзойти все предыдущие. Анонсировал новые льготы для отечественных IT-компаний и предложил россиянам вместо валюты покупать драгоценные металлы. Кроме того, правительство и региональные власти получат право оперативно предоставлять отсрочку на уплату налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего года. В Нерюнгринском районе начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. На базе штаба волонтеров «Мы вместе» работает пункт приема предметов первой необходимости для вынужденных переселенцев. Подробности у Ирины Кичигиной. Вчера на комиссии по чрезвычайным ситуациям глава района обсудил с участниками, где, на каких условиях и в каком количестве готов район разместить прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также вопросы, касающиеся поддержки и оказания медицинской, гуманитарной и другой помощи. Определены пункты длительного временного размещения беженцев и возможность трудоустройства как квалифицированных работников на промышленные предприятия, так и обучение тех, кто не имеет подходящей профессии. У нас уже есть предварительная информация, да, это прежде всего женщины, возможно, женщины с детьми, либо старшее поколение. То есть с этой позиции мы рассматриваем. Рассматривается также и уже одобрено, что будет обучение. То есть уже прозвучало, что они могут не иметь те специальности, либо какие-то удостоверения, которые необходимы для трудоустройства. Как показал опрос, который мы провели среди жителей, нерюнгринцы также готовы поддержать эвакуированных граждан. Как только было объявлено о том, что беженцы выходят на территорию Российской Федерации, Нерюнгринский штаб волонтеров подключился к сбору гуманитарной помощи. В рамках акции «Мы вместе» работает пункт приема всего, что может пригодиться в сложившихся условиях. Как таковых критериев нет. Мы принимаем хорошую добротную одежду, обувь, мужскую, женскую, детскую, детские принадлежности, памперсы, крема хорошего срока годности. Если кто-то захочет принести продукты питания, не скоропорт. То есть это консервы, это крупы, это может быть сахар и так далее. Конечно, нерюнгринцы, как и другие наши соотечественники, не остаются равнодушными и с пониманием относятся к беде, которая коснулась граждан Луганской и Донецкой республик. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Слова поддержки в адрес Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине высказывают в последние дни многие общественные деятели, ученые, простые граждане, спортсмены, деятели культуры и политики. Предлагаем некоторые мнения. Как патриот я хочу сказать, что кто бы ни был, все должны знать, что Россия сильная, мощная, и мы поддерживаем Путина Владимира Владимировича. Он как руководитель, как первый представитель, как семья большая. Если Россия, то как мужчина, как отец семьи, он должен защищать, и мы поддерживаем. Я считаю, что политика, которая ведется главнокомандующим нашей страны, непосредственно руководством нашей страны, нацелена на безопасность, прежде всего, жителей России, в том числе на безопасность жителей ДНР и ЛНР, которые были признаны. Основная вообще национальная идея нашего государства – это народосбережение, приумножение народа. И с этим, я думаю, связана самая основная цель тех решений, которые были приняты. К другим темам продолжается 15-й съезд женщин Якутии. Стратегическую сессию под названием «Как живешь, хозяйка Арктики» провели накануне.
Рассмотрели вопросы кочевой семьи, основы сохранения традиционного уклада жизни, образования и культурного наследия народов Арктики, сохранения и развития традиционных отраслей Севера, мужского здоровья и долголетия на Крайнем Севере. А чуть ранее с этими вопросами рабочая группа «Ил-Тумен» побывала в арктических районах республики, где поговорила с жителями. Затем появились рекомендации. Сегодня мы рекомендации 15-го съезда женщин Якутии, форума Дальневосточного предлагаем включить принятие федерального закона о домашнем северном оленеводстве, федерального закона о здоровье мужчин, федеральных программ по поддержке детей, которые находятся в трудной ситуации в лечении дорогостоящих операций. Реконструкцию 7 взлетно-посадочных полос в Якутске, Алекминске, Нюрбе, Черском, Нерюнгри, Полярном и Усть-Нере введут до конца 2024 года. Работу проведут в соответствии с комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Кроме того, строят новый аэропортовый комплекс в Мирном, реконструируют объекты в аэропортах Депутатского, Хандуги, Сангара, Вилюйска, Белой горы. Ожидаются небольшие ограничения авиасообщения. До начала октября компания «Полярные авиалинии» продолжит выполнять стыковочные рейсы по маршруту Черский, Среднеколымск, Якутск. Также в этом году ожидаются ограничения по полетам в аэропорту Нюрбы. Разработан план стыковочных рейсов. Строительная готовность Республиканского онкологического центра составляет 66%. На объекте начали отделочные работы по нацпроекту здравоохранения, ведут прокладку магистральных и групповых кабельных линий, монтаж щитового оборудования, обвязку вентустановки, прокладку воздуховодов, устройство перегородок из гипсокартонных листов, монтаж гидроизоляции санузлов. На объекте работают 126 человек. Общая площадь онкоцентра со стационаром на 180 коек и поликлиникой на 210 посещений составляет более 25 тысяч квадратных метров. 332 проекта реализуют в этом году по программе поддержки местных инициатив. А всего на конкурс было подано 459 заявок. Из них серьезную конкуренцию отмечали между участниками первого окна. По условиям конкурса были допущены муниципальные районы и сельские поселения до 10 тысяч человек. Если смотреть по видам проектов, то на первый план выходит ремонт дорог, далее водоснабжение. Также в этом году муниципалитеты особое внимание уделили пожарной безопасности и обеспечению специальной техникой. Общее финансирование программы поддержки местных инициатив в этом году составило 500 миллионов рублей. С этого года на предприятиях Якутии внедрят производственную гимнастику. Министерство спорта региона утвердило план мероприятий. В течение первого квартала года должны подготовить комплекс упражнений по категориям. Напомним, что производственная гимнастика – это набор элементарных физических упражнений для сотрудников организаций. Их включают в режим рабочего дня с целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и предупреждения утомления. В настоящее время на сайте Минспорта России разместили комплекс упражнений, которые можно выполнять самостоятельно, и методические рекомендации с учетом факторов трудового процесса. Ну, это совершенно абсолютно такие простые, доступные упражнения, которые не требуют от человека специально, чтобы спортивную форму одевать, поэтому они очень такие доступные. Мы в нашем министерстве уже начали, ежедневно делаем среди своих сотрудников, проводим производственную гимнастику. И я бы, пользуясь случаем, хотел бы призвать своих коллег, все предприятия, учреждения республики, тоже они внутри своего коллектива внедрили подобные мероприятия, производственную гимнастику. Художник, страстно влюбленный в свое дело, знаковая фигура в общественной и культурной жизни Якутии. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Петра Романова. Национальный художественный музей открывает выставку, приуроченную к нескольким знаковым событиям нашей республики: столетию якутской автономии, юбилею со дня рождения художника Романова и году культурного наследия народов России. В экспозицию включено около 150 произведений искусства в различных жанрах, раскрывающих природу творчества Петра Романова. Посмотреть на коллекцию картин и плакатов жители и гости республики смогут до 13 мая. Это был человек, который жил, творил и делал историю как раз
И это связано, конечно, со столетием образования Якутской автономной республики. Все, что связано у нас с изобразительным искусством, с музеем художественным, это связано с именем Петра Петровича Романова. Искусство объединяет. В преддверии Дня народного мастера республики в Доме дружбы народов имени Кулаковского открылась выставка народных мастеров Дальнего Востока и Сибири. Дмитрий Тыбыров изучил изделия. Спустя 2 года после снятия части ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19 народные мастера Якутии и Дальнего Востока вновь встретились на якутской земле. Традиционно площадкой проведения выставки ярмарки стало здание Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. В этот раз участников стало еще больше, ведь за эти 2 пандемийных года мастера не только Якутии, но и субъектов Дальнего Востока и Сибири накопили немало своих работ. И теперь стало пора их представить публике. Во время пандемии мы просто так не сидели, занимались творчеством. И очень рады, что вот выставка проходит. Работы разные, в основном техника изготовления, ручная работа. Например, народный умелец из Татинского улуса Василий Сабарайкин представил здесь быт наших предков в форме игрушек. Этим самым он хочет показать, благодаря чем и какой работе наши предки добывали еду и жили в суровых условиях Якутии. Во время пандемии я делал старинные, я хочу молодежи показать. Например, бык с дровами. Каждую неделю наши предки раньше возили, каждую неделю топором возили домой на камелек топить, балаган топить. Слишком большая работа. И раньше наши предки возили каждый день на коров сено быком и лошадьми. Весь трудоемкая работа. Каждый день. А сейчас как они возят? А раньше быком и конем возили. Всего свои работы здесь представили несколько десятков народных мастеров. Выставка-ярмарка здесь будет проходить до 6 марта. Помимо якутских мастеров, свои работы здесь представили мастера из Бурятии, Магадана, Камчатки и из других субъектов Дальнего Востока и Сибири. Так что каждый житель и гость столицы здесь найдет себе нужную и креативную вещь ручной работы. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутск. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.